В субботу, 12 июня, в Гагаузии широко отметили День России. Как вы относитесь к этому, как гражданин этой страны и как депутат парламента? Если идти по аналогии, то в принципе, ничего страшного я в этом не вижу. Недавно по всей республике прошел День Европы, тоже с такими массовыми, скажем так, мероприятиями. Другое дело, что получает Гагаузия от отношения такой любви к Российской Федерации. Вот тут надо немножко покопаться. Я считаю, что по этой части со стороны Российской Федерации есть небольшие пробелы, если можно так сказать. Если говорить о российском капитале, в принципе, на территории автономного территориального образования Гагаузия, то его не так много. Насколько я понимаю, единственный пример — это опять же зона свободного предпринимательства Вулканешты, ДК Интертрейд, где есть российский капитал, который, скажем так, находится на территории Гагаузии. Но и в принципе я больше не припомню. Для того, чтобы Гагаузия развивалась, нам мало проводить мероприятия, нам мало делать там какие-то там акции, не знаю, популистские акции, если это можно так сказать. Гагаузии нужны деньги, Гагаузии нужны проекты, в первую очередь направленные, скажем так, социальной значимости проекты по инфраструктуре, по бизнесу, и для этого нужны конкретные деньги. А денег пока, к сожалению, с Востока не так и много приходит, конкретных проектов и конкретных инвестиций. Нельзя забывать о том, что нас связывают многовековые традиции, нельзя забывать о том, что, скажем так, еще русский монарх дал привилегии для того, чтобы гагаузы расположились на этих землях. Нельзя забывать о нашей общей культуре. Но если говорить о, скажем так, правилах рыночной экономики, то нам нужны конкретные инвестиции, нам нужны конкретные проекты, которые будут оседать здесь, в Гагаузии. 1, 2, 2, 3, не знаю, какие это деньги, но должны перенаправляться сюда хоть какие-то финансовые потоки со стороны Российской Федерации. Посмотрим, чем закончится, скажем так, мандат нынешнего Башкана. Цыплят посчитаем по осени, хотя некоторые выводы, наверное, уже можно делать. Но... Как к этому относится в Кишиневе, к празднованию Дня России? Потому что все-таки риторика правительства и правящей коалиции имеет немного другую направленность, и она связана с европейским будущим нашей страны. Знаете, я вообще считаю, что в первую очередь будущее нашей страны должно быть связано с будущим нашей страны, а не Востока или Запада, России или Евросоюза. Республика Молдова, правящая власть и, в принципе, все политические формирования должны уйти от этих крайностей. Или мы бежим на восток, или мы бежим на запад. У страны есть свои интересы. Эти интересы в некоторой части совпадают с тем, что предлагает Запад, в некоторой части совпадают с тем, что предлагает Восток. Мы должны соблюдать в первую очередь интересы нашей Родины, наших граждан, и договариваться как с Востоком, так и с Западом. Мы не можем игнорировать те финансовые потоки, которые сегодня приходят из Европейского Союза. Просто не имеем права этого делать. Вот вы на секундочку себе представьте, что мы просто закроем все границы для финансовых потоков, которые идут сегодня из Европейского Союза. Последний пример вам приведу. В парламенте недавно было ратифицировано соглашение о грантовой помощи. 7,5 миллионов евро пойдет на строительство объездной дороги города Вулканешты. Вы понимаете, какие это деньги, учитывая, что бюджет Гагаузии 500 миллионов лей, так 7,5 миллионов евро это почти половина бюджета Гагаузии. И вот вы на секунду представьте, что мы скажем европейцам: нет, извините, мы не хотим, мы с вами не дружим, мы будем дружить только с Российской Федерацией, нам ваши денежки не нужны. Но нельзя этого. Фонд энергоэффективности, GIZ сколько проектов реализовал на территории Гагаузии. Недавно был еще один серьезный жест, 5 миллионов евро, которые вместе с премьер-министром, скажем так, будут осваиваться, были здесь в Гагаузии, будут осваиваться. Мы не можем идти по этому пути, или Восток, или Запад. Мы должны налаживать конструктивные отношения, мы должны учитывать возможности российского рынка, должны их использовать в хорошем смысле этого слова. Поэтому политика Молдавии, политика Гагаузии однозначно должна быть в первую очередь про Молдавию. А пример того, что, скажем так, когда государственные власти кидаются от одной крайности в другую, мы уже имеем такой пример на Украине. Мы знаем, чем закончилась денонсация соглашения с Европейским Союзом. Незамедлительно вмешалась, скажем так, вмешался геополитический фактор, и вот мы видим, чем закончилось это сегодня на Украине. Нам нужно уйти от этого.